Прежде всего, конечно, это сторонники бывшего президента Бакиева, его братья. Сегодня много фактов. Вот мне друзья из города Ош тоже рассказывали, что как раз перед этими трагическими событиями раздавали деньги, причем большие суммы денег это раздавались. его личные, вы считаете, деньги? Или все-таки ему кто-то помогает? Я думаю, что, наверное, источники, все-таки, я думаю, его родственника, потому что два брата Бакиевых, Ахмат и Джаныш, они как раз находятся на юге. А Джаныш Бакиев, вы знаете хорошо, он руководил всеми силовыми органами Кыргызстана, но самое главное, он контролировал все последние годы, полностью контролировал наркотрафик, наркобизнес и криминальные силы, которые обслуживают этот наркобизнес, наркотрафик. Но вот вам не кажется, что это может быть просто на самом деле передел бизнеса сейчас? Нестабильная ситуация, временное правительство, которое не может навести порядок. Естественно, бандитские формирования, которые очень сильны именно в этом регионе, конечно же, не могут не воспользоваться такой ситуацией. Вполне естественно, это одна из причин. Криминалитет, который был обласкан, который получил большие привилегии, и который, в общем-то, вышел из-под поля в годы бакиевского правления. Они находились на службе как раз у Бакиевых. Подождите, Оскар Аркадьевич, там же всегда был наркотрафик. Это не только во времена бакиевского президентства он как-то вдруг сильно расцвел и ожил. Это всегда была зона нестабильности. Абсолютно верно, абсолютно верно. Так, чтобы я хотел закончить мысль, конечно, здесь идет и борьба за передел собственности, но и борьба за власть, потому что в республике сегодня нет легитимной власти, поэтому сторонники Бакиева хотят взять реванш, вернуть себе власть, но есть и лидеры оппозиции, которые оказались неудел, которые оказались вне временного правительства после апрельской революции 2010 года.